Мэр – это самый главный в городе. Мэр – это руководитель города. Мэр нашего города – Курносов Алексей. Глава города и мэр – это один человек. Я бы не хотела работать мэром, потому что это сложно. Знакомьтесь, это наш мэр Алексей Викторович Курносов. А это все мы, юные корреспонденты из детской телестудии «Кадр». Вот самый маленький, это 8-летний Никита. Он учится в музыкальной школе и хорошо снимает. Вы видите кадры, снятые им. Я почему-то всегда думала, что работа самого главного начальника в городе – сиди, ничего не делай и давай указания. Но из того, что я узнала, это не так. Вот сейчас у мэра в кабинете совещание с заместителем по строительству. Нас всех осторожно завели, и мы, как казалось тихонько, начали снимать. Зато мы первые увидели будущий спорткомплекс на стадионе «Металлург», где будут спортивные залы, мини-футбол, разные спортивные секции для детей и взрослых, тренажерный зал и, главное, бассейн. А еще мы узнали, что наш город будет развиваться в 3-м микрорайоне. Сначала там построят большую котельную, а потом новую школу и много домов для горожан. На этом совещании нам правда было все интересно. Глава города, отвечая на наши вопросы, рассказал, что его работа заключается в том, чтобы в каждой квартире было тепло и светло, а на улицах было чисто и безопасно. И чтобы мы шли в школу по асфальтированным дорожкам и пешеходным переходам со светофорами. И это подготовка города к зиме и обеспечение водой. На вопрос «Ладно, трудно ли быть мэром?» Глава города для сравнения сказал, что начинать учить английский тоже сначала нелегко, а потом становится интересно. Так и у него. А еще у нашего мэра есть младший брат, который, как и Алексей Викторович, живет в поселке Бочатском. Их родители, мама с папой, тоже живут в Бочатском. У Алексея Викторовича 2 сына, старшему 18 лет, и он в этом году стал студентом Кемеровского технического университета. Он спортсмен, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою. Младший сын нашего мэра, ученик 6 класса, тоже спортсмен и, как папа, любит горные лыжи. А это Алексей Викторович нам показывает администрацию, как он говорит, команду, без которой он бы ничего не сделал. Вот здесь вот заместитель по ЖКХ, то есть тепло, вода и все остальное. А дальше показал строительный отдел, без которого никакой проект и никакая стройка не делается. Потом мы прошли к первому заместителю. Она отвечает за школу, спорт, медицину, культуру и за наш дворец творчества. А в этом кабинете работает председатель Совета народных депутатов, который встречается с избирателями. Сейчас мы находимся на стройке возле вокзала. Глава города дает распоряжение насчет стройки будущего центра. Таких выездов по объектам у мэра бывает по 2, а то и по 4 за день. Вот сейчас Алексею Викторовичу и его подчиненные рассказывают, как идет стройка, чего не хватает, каких материалов и так далее. Когда мы вернулись в администрацию, неожиданно мы поменялись ролями. Он стал у нас как будто брать интервью и спросил, почему мы пришли заниматься в детскую телестудию. Мы ответили хорошо, старались и сказали, что хотим научиться снимать и монтировать фильмы и так далее, то да сё. Потом спрашивал про литературу, что мы читаем, каких авторов любим. Ответили, конечно, все по-разному, но в целом, я думаю, мы ответили достойно. А еще Алексей Викторович нас спросил, кем мы хотим стать. Юля ответила, что хочет стать журналистом, Слава хочет поступать в МВД. И только Никитка честно сказал, что еще не определился. А вообще, наш мэр нам очень понравился, потому что он нам все рассказывал и показывал, всю администрацию. Все мы почти не волновались. И еще он напоил нас чаем с вкусными печеньками. И мы решили, что еще раз когда-нибудь придем. А может, и он к нам в телестудию.